о решении сотрудничества партии Кучту Кыргызстан с партией Атамекен, который был подписан от 31 июля 2015 года, я как член Политсовета и учредитель узнал 1 августа 2015 года из радио Марал ФМ. Член Политсовета Нурлан Садыков при встрече сказал, что он узнал о сотрудничестве, тоже как я, из интернета. Согласно уставу партии, решение принимается большинством голосов. И на съезде, и на заседании Политсовета партии Кыргызстан. Значит, Аида Салянова принимала решение единолично, без согласия Политсовета. В уставе записано, что выдвижение кандидата, депутата Георгия Кенеша, должен решаться на съезде партии. Если Аида Салянова вошла в список кандидатов Георгия Кенеша от имени партии Атамекен, значит, она должна быть членом партии Атамекен. Согласно статье 72, части 3 Закона о выборах Кыргызской Республики, гласит, политические партии не вправе включать в список кандидатов депутата Георгия Кенеш лиц, являющихся членами иных политических партий. Здесь грубо нарушается само формирование, само принцип партийного строительства. Одной ногой председатель партии Кучту Кыргызстан, другой ногой в списке кандидатов депутата Георгия Кенеша от партии Атамекен. Это недопустимо. Аида Салянова мне заявила, что лидер партии Атамекен Умурбек Текебаев хочет с вами отдельно переговорить. И она заявила, что хотите попасть в парламент без денег, от члена Политсовета партии Атамекен Шикмаматова Текебаев требует внести в кассу 300 тысяч долларов. Я впоследствии об этом скажу, о том, что была у меня встреча 7 августа 2015 года. У меня состоялась встреча членов Политсовета партии Атамекен Шикмаматовым и лидером партии Атамекен Умурбек Текебаевым. Умурбек Текебаев при встрече он заявил, что списки уже составлены, избирательных округах уже кандидаты депутат Георгий Кенеш уже работают и предложил о дальнейшем сотрудничестве. Но я сказал, что у меня больших денег, 200 тысяч долларов нет, и я поэтому отказываюсь идти на выборы. Вы ознакомились с предварительным списком кандидатов депутата Георгия Кенеша. И в основном 90%, я подчеркиваю, 90% там составлены списки из олигархов Толстосумов. Если у вас денег нету, и парламента нет, для того, чтобы 10 тысяч долларов, да, я мог у друзей, там, у родственников попросить набрать 10 тысяч долларов, но я должен вернуть. Значит, попав в парламент, я должен какие-то незаконные действия, кого-то крышевать, кого-то лоббировать, да, для того, чтобы рассчитать. А я посчитал, что в течение 5 лет депутат заработает 6 миллионов сумм, 100 тысяч долларов он заработает.